Приветствую читателей библиотеки Smart. Добро пожаловать на видеопрезентацию, которая сегодня посвящена редким видам растений и животных Якутии. Вначале хотела бы дать общую информацию, которая посвящена биоразнообразию растений, животных и микроорганизмов во всем мире. В настоящее время по научным данным описано около 1 миллиона 750 тысяч видов во всем мире, причем из них у нас превалируют насекомые. В целом, биологическое разнообразие, оно является всеобщим достоянием, то есть достоянием всех людей на нашей планете. И видовое разнообразие, оно обладает очень высокой ценностью, потому что все мы с вами зависим от ресурсов природных, поэтому, соответственно, человек каждый день он тесно связан с тем биологическим разнообразием, которое у нас на сегодняшний день есть на планете. К примеру, деревья у нас выделяют кислород, они очень важны. Многие виды животных мы употребляем в пищу, некоторые виды животных нам помогают опылять растения, то есть благодаря им у нас сохраняются на планете посевы, которые могут потом использовать в пищу многие другие животные, в том числе и крупнорогатый скот. Тем не менее, необходимо отметить, что количество видов дикой флоры и фауны в настоящее время, к сожалению, продолжает сокращаться очень быстрыми темпами. И в основном, как полагают специалисты, ученые, происходит это в результате человеческой деятельности по определенным причинам. Но первая причина – это, конечно же, разрушение естественной среды обитания. То есть человек, он в своей хозяйственной деятельности распространяется по планете, занимает очень обширные территории. Это может быть для строительства домов, для возделывания почвы, для каких-то сельскохозяйственных своих нужд. Кроме того, конечно же, это по добыче полезных ископаемых. Чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, вырубка лесов, к примеру. Также, конечно, очень негативно на количество видов, на видовое биологическое разнообразие оказывает загрязнение воды и почв. И также одна из причин – это привнесение инвазивных чужеродных видов. То есть человек, когда путешествует из одного места в другое, он может переносить различные сорные виды, которые могут оказать негативное влияние или нанести урон местным экосистемам, для которых данный вид является чужеродным. Если говорить о биологическом видовом разнообразии Якутии, следует учитывать следующий фактор. То, что Якутия – это очень огромная республика, очень огромная территория, более 3 миллионов квадратных километров. Соответственно, представлена она у нас очень различными ландшафтами, в которых обитают различные виды, которые, может быть, даже очень сильно не похожи друг на друга, потому что они адаптированы к выживанию в различных условиях. В границах Якутии выделяются у нас 4 географические зоны. Первая – это арктические пустыни, которые находятся у нас в Арктике, далеко на островах. Тем не менее, несмотря на суровые условия, там есть свои экосистемы, и в них выживают и процветают некоторые интересные виды растений и животных. Также более южнее у нас от арктических пустынь выделяют тундры. Тундра – это территория, на которой не растут деревья у нас. Даже происхождение этого слова «тундра» тунтари имеет финское происхождение и означает безлесную территорию, то есть территорию, где у нас не произрастают деревья. Далее следует в более южном направлении у нас территория, которая называется лесотундра, то есть она переходная зона. И более южнее у нас в основном практически, наверное, всю территорию Якутии занимает эта тайга, либо зона бореальных лесов. Более нам привычная жителям Центральной Якутии. Все эти у нас географические зоны, они представлены типичными либо уникальными ландшафтами, в которых у нас произрастают различные виды растений, и также встречаются различные виды животных, которые адаптированы именно к этим условиям. Биологическое разнообразие Якутии, оно по сравнению с более южными регионами не такое богатое, тем не менее у нас встречается 310 видов птиц. Количество млекопитающих у нас достаточно высокое, 75 видов. У нас около 100 видов рыб, отмечают специалисты, 4500 видов насекомых. И также здесь приведена информация по растениям. Свыше 2000 видов сосудистых растений, также мхи, водоросли и грибы. Конечно же, к сожалению, некоторые из этих видов, они у нас
находятся на грани исчезновения, вот в той или иной степени. И для того, чтобы отслеживать ситуацию, ученый обновляет данные, и государство уже совместно с учеными разрабатывает так называемую Красную книгу. Ну, есть федеральная Красная книга России, и каждый регион также создают свою Красную книгу. У нас Красная книга Якутии вот, регионального значения, куда заносятся у нас виды, которые являются редкими в границах нашей республики. Ну, всего выходит 2 тома, редкие виды по растениям и грибам, и также редкие виды животных. Ну, давайте разберемся с вами, как эта вообще система устроена. Вначале поговорим о редких видах растений. Всего в Якутии их 337. Цветковые у нас лидируют, 249 видов. Как я говорила в начале, да, у нас здесь ситуация по растениям в целом вот такая вот. То есть часть растений у нас являются редкими. Также у нас есть редкие лишайники, печеночники и вот некоторые другие формы растительных организмов. Если говорить о Красной книге животных, то у нас всего 134 вида, и более редкими у нас здесь по количеству являются птицы, также насекомые и млекопитающие. Ну, на самом деле некоторые виды, они являются практически на грани исчезновения находятся, а некоторые только лишь под угрозой. Вот поэтому для того, чтобы сделать определенную градацию, специалисты выделяют так называемую шкалу редкости. Для растений, грибов, а также для животных она разнится. Тем не менее, давайте я объясню сейчас для того, чтобы было более-менее понятно. Для того, чтобы описать, насколько редко у нас то или иное растение, та или иная водоросль, тот или иной вид растительного организма, ученые используют шкалу от 1 до 4. Первая шкала, это первая вот цифра, это 0, вероятно исчезнувшие. У нас в нашей Красной книге растений Якутии есть 2 таких вида. Вот также выделяют находящиеся под угрозой исчезновения, также сокращающиеся в численности. И тоже вот подразделяется по причинам сокращения и численности, то ли это разрушение места обитания, то ли это чрезмерное использование человеком. И вот эта вот шкала на самом деле очень важна, она объясняет, почему то или иное растение становится редким и какие меры должны быть предприняты для того, чтобы сохранить тот или иной вид. Ну, надо сказать, что, к примеру, из-за чрезмерного использования человеком у нас страдают декоративные дикие растения, которые очень красивые, которые человек срывает, к примеру, да, для каких-то своих декоративных целей. Если это происходит в массовом масштабе, к сожалению, у нас растение может исчезнуть совсем. Следующая шкала это 3, редкие. Тоже причина их редкости может быть разной. Да, к примеру, это растение, которое произрастает на границе Якутии, соответственно, как бы в других регионах его больше, а у нас его меньше, тем не менее в Красную книгу заносят. Либо, к примеру, растения, которые имеют узкую экологическую приуроченность, то есть приурочены к той или иной местности только, да, либо узкореальные эндемики, то есть более нигде не встречающиеся. Вот. И 4 шкала, 4 пункт точнее, это неопределенные по статусу, то есть предполагается, что они редкие, тем не менее недостаточно данных, да, научных, которые необходимо собирать. Тем не менее опасения есть, что растение может погибнуть в результате каких-то действий со стороны человека, либо это природных факторов, к примеру, да. Соответственно, как бы их тоже заносят в Красную книгу и заносят под охрану. То все эти виды, которые у нас находятся в Красной книге, они находятся под охраной государства, и их ни в коем случае нельзя срывать, к примеру, да, нельзя занимать территорию там, где она произрастает. То есть создаются условия для их сохранения, для того, чтобы они не исчезли у нас с планеты. Что касается животных, всего, как я говорила, 134 вида у нас занесено, и специалисты используют шкалу, которая у нас имеет следующую градацию от 0 до 6. Видов, которые у нас относятся к категории 0, в Красной книге последнего издания нет. Тем не менее, вот есть следующие другие, да,
градация, это, к примеру, находящийся под угрозой исчезновения. Да, это у нас некоторые птицы, кстати, имеют категорию 1. Сокращающиеся в численности, также редкие и опять-таки неопределенные по статусу. Также специалисты выделяют виды, которые восстанавливаются, и редкие с нерегулярным пребыванием. Понятно, что животные, птицы у нас они более мобильны, чем растения, да, потом, соответственно, и вот выделяются такие вот выделяется вот такая вот градация дополнительная. И хотела бы вам привести некоторый пример по вот этим интересным шкалам редкости, шкале редкости точнее. И все мы знаем вот эти вот известные редкие цветки, которые получают большое внимание со стороны общественности. Вот. Но у нас также есть такие интересные растения, о которых мало кто знает. Ну, хотела бы вам привести вот следующий пример. Это краекучник серебристый. Очень интересное растение. Относится к категории 0, то есть вероятно исчезнувший. Последние данные об этом растении были собраны учеными в 1910 году. Считается он вероятно исчезнувшим. В настоящее время научных данных нет, но предполагается, что он все-таки на территории Якутии есть. Поэтому все равно он был занесен в Красную книгу Якутии. Либо такой интересный вид, категория 1, это вид, находящийся под угрозой исчезновения. Рябина кизильник позднякова тоже у нас более приурочен к Южной Якутии. Ну, мало кто о нем знает, но это очень интересное такое декоративное растение даже. Это эндемик, то есть он встречается только в Якутии у нас и является таким спонтанным межродовым гибридом. Но тем не менее в культурах его выращивают и также используют для украшения, к примеру, территорий, дворов, и даже у нас в городе Якутске местами его усаживают вдоль зданий. Вот. И эти вот саженцы у нас выращиваются специалистами, учеными в ботанических садах. Да, потом его покупают люди. Вот. Ну, что касается животных, когда мы говорим о животных, сразу представляем больших, крупных, да, вот, но надо упомянуть еще о тех, которые у нас являются не такими крупными, незаметными, но тоже играют очень важную роль в экосистемах. И вот, к примеру, он привела бархатница амосова. Первая категория – это крайне редкий локальный вид, он находится под угрозой исчезновения. Вот, и встречается только вот в определенных точках, ну, ближе приурочен, наверное, к центральной Якутии и вот к южной части вот, направлении северо-восточном. Также интересный вид, который тоже у нас является редким, относится к категории 1. Это, кстати, единственная рыба, да, единственный вид, который у нас занесен в Красную книгу животных. Это сибирский осетр, причем именно тот сибирский осетр, который у нас обитает только в вот этих вот северо-восточных реках. К сожалению, численность его невысока, вот, и из-за того, что у него ограниченное число местонахождений, вот, находится не в состоянии высокого риска утраты. Ну, вкратце вам про этих животных из Красной книги рассказала, тем не менее у нас есть, конечно же, и другие. И расскажу вам о том, какие у нас есть проекты по восстановлению численности некоторых видов. Наверное, все слышали про бизонов, да? Необходимо сказать, что данный проект на территории Якутии у нас работает с 2006 года. Вот, и было всего совершено 4 завозов из национального парка Эл-Айленд, канадского парка, и в настоящее время численность этого животного у нас на территории Якутии близится уже к 250 особям. Интересный момент, что на территории Якутии обитал его далекий предок, короткорогий бизон. Тем не менее, для того, чтобы сохранить это животное, которое занесено у нас в список редких животных Международного союза охраны природы, международным сообществом было принято, совместно вот канадскими и российскими учеными, было принято часть животных перевести на территорию Евразии, где они, кстати, больше нигде вот именно вот эти вот лесные канадские бизоны не встречаются, для того, чтобы помочь выжить этому виду на нашей планете. Вот. В настоящее время есть определенные угрозы для него. Если много-много десятилетий назад, да, это была чрезмерная охота, в настоящее время этому животному угрожают болезни различные.
Вот, поэтому было решено завести несколько особей к нам в Якутию, чтобы, если что-то случится, не дай бог, в Канаде с этими животными, было откуда восстанавливать обратно. Еще есть один очень замечательный проект, который реализует наша организация. Это расширение ареала, увеличение численности овцебыка. Вот. Ну, овцебык, он такой типичный и очень яркий представитель плейстоценовой фауны, он современник мамонта. Тем не менее, к сожалению, на территории Евразии он полностью вымер и был восстановлен на территории Евразии. В последнее время численность его увеличивается. Он обитает в тундрах, только впервые он был завезен из Канады в СССР в 1970-х годах, а в Якутию был завезен с полуострова Ямал в 1996 году. Также наша организация реализует проект, который называется «Медвежий патруль», то есть наблюдение за белым медведем на территории Нижнеколымского района, и в частности на территории Медвежьих островов, там, где у нас отмечаются так называемые родовые берлоги вот этого вот редкого вида. Также у нас под охрану взяты основные места обитания, места остановок перелетных птиц, в частности, всем мы знаем стерха. Вот. И там, где у нас птицы, вот, такие как стерх, журавли, а также представители водно-болотного комплекса, редкие виды птиц. Там, где они останавливаются, на тех озерах самых таких важных, ключевых, организуются у нас особо охраняемые природные территории. Там, где численность более высокая, и чтобы не наблюдалось там браконьерство, беспокойство со стороны человека, хозяйственная деятельность человека там ограничена. Вот. Но в целом так вот обстоит у нас ситуация с редкими видами, с их охраной. Благодарю за внимание. Если у вас появились вопросы, в частности о том, как получить Красную книгу Якутии, то обращайтесь в нашу организацию. Здесь указаны контактные данные, и можете подписываться на наши аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня.